Добрый вечер, меня зовут Анна Силагадзе, я директор по человеческому капиталу. Буду представлять тему по employee branding «Как быть привлекательным работодателем» в Душанбе 30 ноября. В стране мы тогда оперировали, где было 3,7 миллионов пользователей. Поэтому мозг начал по-другому думать, что значит надо выходить за пределы страны. Начали искать, нашли Узбекистан. Узбекистан невероятная страна, огромная страна, которая очень круто развивается и растет. И поэтому вот начали думать про Узбекистан. Запустили приложение, это банковское приложение, Digital, цифровой банк. У нас нет филиалов, ни банкоматов, нет касс. У нас только одно приложение, ты привязываешь свои карты, делаешь свои транзакции, переводы, депозиты, кредиты, вот простая линейка. И мы гордимся тем, что мы получили международный статус рейтинга BB-. Это самый высокий рейтинг для страны Узбекистана, и поэтому мы в топе в этой части, поэтому для международных акционеров это очень важный показатель. Это финансовые показатели группы, не буду останавливаться, потом могу поделиться этой презентацией, это будет доступно коллегам. Почему Узбекистан? Потому что нереально огромная страна, 37 миллионов, Грузия 3,7 миллионов, 10 раз больше нашего бизнеса и страны. Очень большая доступность интернету, социальных сетей и банковских карт. Вчера вышла новая регуляция с Центрального банка, что на одного жителя, на население нужно иметь 20 банковских карт. В стране есть у ребят, у жителей больше карт, потому что здесь это очень хорошо, потому что будет аллокация тех твоих финансовых услуг на конкретные карты, а не на все. У нас более 15,7, это за третий квартал официальные данные, у нас более 15,7 миллионов пользователей в Узбекистане. Здесь Грузия не подразумевается. Начинали в 2019 году 1,8, и вот в этом году достигли 15 миллионов. Здесь интересный, наверное, тренд для с чего мы начинали. Вот в 2020 году у нас было 240 сотрудников, сейчас у нас уже по третьему рынку 2500. Наверное, до конца года по проекту Узбекистана у нас будет 3000 сотрудников. В целом будет более 13 тысяч сотрудников. Для Грузии это самый большой работодатель, он очень привлекательный и очень интересный. Сумма инвестиций, которые мы вложили в Узбекистан, более 250 миллионов. Структура, как мы себя позиционируем, да, себя позиционируем как и банк, цифровой банк, так и платежная система и несколько маленьких направлений, которые помогают всю эту экосистему собирать. У нас международные акционеры, BRD и IFC, довольно сильно позиционированы на рынке. Не буду по продукту переходить, потом поделюсь, как сказала. Всегда задаемся вот этими тремя вопросами, потом тоже вам совет всегда на любых, даже в жизни в рабочих моментах задавайте тремя вопросами. Что, как и зачем. Поэтому, когда вы на эти вопросы найдете ответы, все по полочкам будет ясно, потому что уже поймете, а зачем мне это нужно, а что нужно и как надо к этому моменту идти. Наша миссия делать жизнь людей проще. И это нас заставляет делать легкие продукты, легкие процессы. Внутри сотрудника рассматривать как нашего пользователя, внутри пользователя его обслуживать легко, просто и удобно. На что целимся? Хотим стать и целимся на это стать самой большой банковской экосистемой Центральной Азии. Мы не говорим только про банк, мы говорим про финансовые услуги и хотим к этому дойти через несколько лет. Да, продукты, которые мы обслуживаем. И давайте я покажу маленькое видео, которое про нас, которое про команду. Делать жизнь людей проще не так уж просто. Мы знаем, о чем говорим, ведь мы делаем это каждый день. Пойми, за простыми решениями прячутся сложнейшие алгоритмы, высокие технологии, профессиональная команда, прячутся амбиции менять завтрашний день на миллион. Делать жизнь людей проще не так уж просто, но
нравится работать, где рады не только тебе, но и твоим детям. Почти детям. Нравится быть в одной команде с профессионалами, которые тебя вдохновляют на больше, на лучшее, на все. Нравится быть эко-френдли и поддерживать интересы друг друга. Нравится делать этот мир лучше, удобнее, быстрее и без этих вот очередей. Делать жизнь людей проще. Если бы это было так просто, это не было бы так интересно. Пойми, присоединяйся, если хочешь решать, как менять жизнь вокруг. Все это наши ребята, наши коллеги, и их рабочие моменты. Мы про людей. Мы очень любим людей. Почему я чай попробовала? Потому что я очень люблю людей, я очень люблю коммуникации, я очень люблю обратную связь, общение и доставлять эту радость, делиться и получать. Делать жизнь. Выделила несколько моментов, почему, на что мы делаем акцент, почему это важно. Очень важно, не буду читать, но выделю несколько моментов. Нам очень важно, чтобы к своей работе, к своим моментам нам подходить с улыбкой, с радостью, потому что без улыбки, без радости нам никуда. Мы эмпатичны, мы коммуницируем эмпатию. Если ты это не делаешь душой, ты не делаешь с улыбкой, с радостью, то значит вам не туда. Ищите всегда то место, где у вас есть эмпатия, где вам открывают, где вас развивают, и вам улыбаются, и вы в ответ улыбаетесь. Мы очень много думаем про это, и CEO, не знаю, у нас каждый день есть формат, где мы обсуждаем, а что еще делать для ребят, чтобы это доставало радость. У нас нигде не прописаны ценности, и вот таких ценностей у нас это не прописано, мы их не прописывали. Это вот наша Библия, вокруг чего мы движемся. Кто-то нам предложил делать, давайте на стенах напишем ценности. Ценности на стенах не надо писать, они должны быть у нас здесь и здесь. Мы всегда за культуру, за ценности. Мы на любых собеседованиях, где мы участвуем, говорим, между кандидатами нами должна произойти химия. Химия, значит, нас за что-то мы зацепили друг друга. Если этой химии нету, какого бы он профессионалом не был, не надо с ним дальше продвигаться. И вы даже, если вы чувствуете, что у вас химия не произошла со второй стороны, с кем вы общаетесь, значит, вам не туда, потому что химия должна произойти, а потом все остальные профессиональные навыки можно развивать. Идеальных кандидатов не бывает. Вот не стремитесь, что вы идеальны, или вы должны искать идеальных. Надо найти вот этот core, вот этот бейс, который у вас есть, который вас связывает, а потом вместе развиваться, обучаться, расти, давать обратную связь, делиться, и потом это уже становится идеальным. Наша культура, что мы делаем, нам очень важно, чтобы мы каждый день познавали, делились, участвовали, жили, задавали вопросы. Мы говорим, всегда задавайте вопросы, никогда не держите вопросы. Если вы на эти вопросы не получите ответа, значит что-то не то. Поэтому мы говорим, задавайте вопросы. И если, может, коллега не может вам дать ответ, но хоть даст вам ответ, а кому пойти, чтобы этот ответ получить. Команда 2500, это уже чуть-чуть каждый день меняется это данные. У нас 25 национальностей, очень-очень яркая команда, очень круто. Наверное, оставаясь на грузинском рынке, у нас бы не было этого опыта быть в такой многонациональной, такой культурной стране и команде. И мы сидим на 13 локациях. Да, основная это Ташкент и Тбилиси, но у нас есть уже в прошлой неделе мы открывали офис в Алмате, у нас команда сидит в Москве, Киеве, есть несколько, на Бали появились ребята, есть Бишкек, Астана, Баку, поэтому развиваемся, этих локаций становится все больше и больше. И стараемся на всех этих локациях создавать одинаковый опыт сотрудника, чтобы он получал, ну и что он далеко от нас. Надо тот же опыт ему доставлять, тот же онбординг проводить, и те же моменты делиться со всеми деталями. Чем гордимся? 71% NPS. Очень-очень много об этом думаем, потому что это все активности, коммуникации, все, что мы делаем, это входит в эту цифру.
по международным меркам довольно хороший процент, но хочется еще больше. Думаю, что, наверное, в конце года будет еще больше. И чем гордимся эти девушками, 30% девушек, наверное, в регионе и здесь, и у нас, и плюс в технологиях какой-то стереотип, что девушек мало. Нет, девушек должно быть много. И мы всегда продвигаем все инициативы, проекты, и участвуют девушки, спонсируем их, потому что надо иметь гендерный баланс и надо всех развивать, потому что как без этого. Да, у нас очень яркая корпоративная жизнь. Недавно мы переехали в новый офис, тоже покажу. Одна артистка нам делала мурал по всему офису, которая за 1,5 месяца изрисовала 31 стену. We finished all this project with TBC Uzbekistan office, and I want to thank all the people which were involved in this project. I want to thank all the employees and each person who just appreciated my work, my energy, which I put it in this project. I really appreciate all these feedbacks, all this love, and all this relationship you gave me, and I felt myself in a home. Офис, как у нас выглядит сейчас, у нас очень нестандартный офис, нестандартные подходы. Мы показатель, наверное, банковского сектора в Узбекистане. У нас и качели, и какие-то зоны отдыха, очень много моментов, где можно отдохнуть. Нам важно создать комфорт, создать рабочий комфорт, потому что без комфорта нельзя работать эффективно, нельзя работать вместе. Поэтому всегда ищите комфортные рабочие условия, всегда делайте все, чтобы создавать комфортные условия. Если что-то не так, надо говорить, даже группа, даже если там винтик упал, и надо его подкрыть, надо об этом сообщать, и надо об этом говорить. У нас очень много мерча, вот сила мерча я называю, даже вот у нас очень много, которые ребятам дарим, и ежегодно на разных праздниках. Welcome book, welcome kit, который сотрудник приходит, у него уже есть пакет, где мы его приветствуем. Первое письмо, которое он получает на почту, это письмо «Добро пожаловать в команду», что мы рады тебе, мы рады, и есть уже подсказки, что и как делать. Разные, у нас есть даже формат TBC Kids, Back to School проект, когда наши детки 1 сентября возвращаются в школу, у нас есть пакет для них, и каждый год он обновляется, мы их провожаем в школу на 1 июня, на Новый год, поэтому у нас даже летом прошла стажировка, и я бы предложила коллегам тоже практиковать, мы в этом году запустили, была стажировка для детей сотрудников. Они по разным департаментам направлениям пересеклись и получили какой-то опыт. И даже ребята, некоторые были школьники, студенты, уже есть ребята, которые я закончу, я к вам вернусь. Поэтому они понимают, где их родители работают, знакомятся с нами, и какой-то первый интересный опыт у нас получают. Поэтому очень круто прошло на обоих локациях, поэтому предлагаю вам тоже предлагать вашим работодателям тоже эту инициативу начинать. Видео мы каждого в команде приветствуем и какие-то мини-видео вставляем. Лучше совсем не знакомиться, уже сложно, довольно много, поэтому каждый дня он говорит, когда внедрится, чтобы нам присоединиться. Что важно, и, наверное, очень важно доставлять те плюшки, те гарантии, которые важны для каждого коллеги. Медицинская страховка, мы говорим, что мы на рынке Узбекистана развиваем страховой
страхования жизни и страхования здоровья, потому что мы очень много вопросов задаем страховой компании, делаем презентации, используем ребятам активно говорим, ребята, делайте чек, проверьте, у вас есть страховка, поэтому мы тоже активно развиваем. У нас очень много корпоративных тренингов, обучаем без них никуда. Всегда на каждом уровне в компании у нас есть разные тренинги по собственным, по хардскому, безвозмездительные на сегодняшний день и туда. Как Гуланов сказала, надо учить, надо, без этого никуда. Поэтому всегда задавайтесь вопросом, а что я еще могу выучить? А если работодатель еще может в этом вложиться, то это супер. Мы практикуем эту часть. Есть моменты, где мы стараемся все покрывать на 100% все запросы сотрудников, но если какая-то сумма есть, мы стараемся уже как-то соответственно пропорционально вместе с его участием покрывать. У нас наверное, для коллег из Узбекистана Грузия очень интересная страна, куда можно поехать. Поехать не только для работы, но и для туристических целей отдыха. И мы в начале 2020 году, когда запускали, придумали такую номинацию «Лучший сотрудник квартала». И во фронте за результаты, и в бэк-офисе, где ребята разбираются, каждое направление делает номинации своих лучших. Есть практика, и потом они на неделю отправляются в Грузию, у них все оплачивается, все это расписано, где они ходят, что они видят. Поэтому вот сейчас я приехала, вчера ребята еще приехали, 15 человек в Грузию, я с ними, наверное, в понедельник уже пересекусь. Потому что это круто, потому что это развивает их кругозор, это мотивирует их быть лучшими, давать пример другим и вы на новую страну посмотреть и увидеть. Очень много культурных моментов прыгаем, обучаемся и очень-очень комфортный офис. Мы даже сейчас собираемся в Центральной Азии подать на номинацию «Лучший офис в Центральной Азии». Есть такая номинация, поэтому предлагаем всем тоже поучаствовать и развивать рынок. Мы посмотрим, как сработается. Не буду перечислять те моменты, которые есть, потому что всегда думаем, что надо пробовать все моменты, которые заинтересуют каждого сотрудника. Что-то не сработало, потому что, может, мы и угадали, не так сделали. Поэтому получаем обратную связь, делаем опросники и получаем, а что-то надо улучшить. Поэтому всегда исходим с того момента, а если я был бы сотрудником, если я был бы коллегой, а что бы мне нужно было, а что нужно для этого посмотреть. Поэтому надо встать на его место, посмотреть на компанию, на ту команду, в которой я работаю, с его стороны, а потом мозг по-другому включается и приходит другие идеи, а что для него делать. Активности довольно много, не буду перечислять все активности, которые мы на рынок выносим и спонсируем. Мы сортируем мусор, не просто сортируем выбрасываем. Это именно заводы, производства, которые берут этот мусор и потом каждый квартал нам приходит отчет, сколько деревьев мы спасли, сколько воды мы сэкономили. И это тоже так мотивирует, потому что когда ты к мусорнику подходишь, не в общий кидаешь, а с умом кидаешь, и его распределить. К нам детки приходят, родители, которые, если, например, рабочий момент для семьи, а у него садик 5 закончился, они у нас есть уголок, где детки сидят, и это очень огромный комфорт для родителей, потому что им не надо думать, а куда ребенка девать и куда бежать. Да, активно, как сказала девушка, активно поддерживаем, участвуем во всех форумах, форматах, где можно поддержать женский бизнес, и это очень-очень важно, особенно в нашем регионе, поэтому сегодня тоже с девочками общалась, чтобы мы тоже уже с контактами поменяли, что хотим уже здесь участвовать в форматах, где можем пригласить к нам на работу, к нам в команду. Развиваем, мы не только про кредиты, про депозиты, про банк, мы про социальные проекты. Недавно запустили проект метро, взяли несколько станций, перерисовали всю их координацию локаций, сделали его доступным и понятным в цифровом формате. Это все обучения, которые есть у нас,
Очень-очень советую в технологическом мире использовать Udemy, Coursera, они очень-очень понятны, очень современные, международные, поэтому, ребята, просите и делайте для вашей команды эти курсы, потому что они оба международные и интересны для всего. Очень важно давать правильные инструменты для работы, стараемся и на всех уровнях, да, у всех есть корпоративная почта, и даем правильный инструмент, чтобы коллега знал, как общаться с другими, как общаться, и все это дело в корпоративном мире важно. Очень много форматов, где мы это используем. И гордимся реферальной программой. Если у вас нет, не выбирайте, что это значит. Приведи друга. Если ты привел своего друга и рекомендуешь, ну плохой ты другу не рекомендуешь, значит в той компании, куда ты его рекомендуешь, значит стоит там работать. Поэтому если коллегам пройдет все этапы собеседования, устроиться на работу, сотрудник получает за это финансовое вознаграждение. Финансовое вознаграждение довольно такое сильное, интересное и довольно хорошо. В наборе по фронте у нас более 15%, только по реферальной программе приходит. Это довольно большой процент. Что-то вот так. Наверное, если не рассказывать про Узбекистан, про наш проект, это наверное, на 3 дня. Поэтому давайте вопросы. Можно? Вот девушка была первая. У меня не один вопрос, а 2 вопроса. Какие ошибки работодатели часто приводят к проблемам с наймом и удержанием сотрудников? Это мой первый вопрос. Второй вопрос – это то, что вы говорите, создавайте комфорт для своих сотрудников. Если комфорта нет, то работы не будет, да? Есть, конечно, такой риск, что если комфорта больше, то сотрудник может расслабляться и будут гореть дедлайны, либо качество работы ухудшится. И как вы с этим справляетесь, и что можно принимать в этом случае? Да, первый вопрос ошибки, наверное, не смотреть только в свою призму и свое направление, надо делать анализ рынка, а если у тебя есть анализ рынка и данные рынка, то все без ошибок все пройдет. А на второй вопрос. Если коллега, нет, у каждого есть свой менеджер, да, менеджер, который ответит за результаты команды, и поэтому, если он отдыхает, и у них не горят сроки, можно отдыхать. Но по практике, то, что мы практикуем, не было такого. Наоборот, ребята идут в комфортную зону, чтобы еще быстрее, еще активнее и эффективнее быть. Поэтому потолок там не берется, однозначно там интересно. Можно? Да. Спасибо за информацию. Вы сказали, что нужна химия между компанией и кандидатом. Да. Такой вопрос. Какие эффективные, можно сказать, процессы увольнения, потому что все HR сталкиваются с моментом увольнения. И как нужно красиво попрощаться с сотрудником, чтобы это не влияло на репутацию компании, чтобы негатива уменьшить. Да. Обязательно должно быть в рамках трудового кодекса без нарушений любых условий и с обоих сторон. И конструктивная речь. Наверное, самый хороший момент, что мы сейчас друг другу не подходим, нам сейчас не по пути, у нас разные этапы развития, а через какое-то время мы можем встретиться снова. Поэтому у нас никогда не было ни одного судебного процесса, не было, где у нас конфликт там что-то закончилось. Просто нам в тот момент, наверное, не по пути, если мы расстаемся. Да. А если сотрудник ведет с негативом? Негатив, наверное, там в момент общения, коммуникации. Если вторая сторона, не надо накалять, наверное, разговоры, и если одна сторона спокойная и тихо, то вторая не будет никогда паниковать. Да. Спасибо. Спасибо. Я вижу, что ваша компания очень сильно работает с автоматизацией. Это, мне кажется, это классно. Как обеспечить баланс между автоматизацией HR-процессов и человеческим взаимодействием? Баланс никогда не будет, что в человеческом капитале, в HR не будет людей. И такого нет, потому что это общение, это коммуникация, и никакие процессы технологий на 100% не заменят. Там есть баланс, потому что все нельзя делать ручками, процесс как раз дает нам момент, чтобы нам думать на большие проекты, на какие-то активности. Поэтому это очень круто иметь баланс процессов автоматизации и людей. Можно вопрос? Давай. Передам.
Этот вопрос получается не к вам, а к руководителям, которые здесь есть. Вот, например, здесь есть много людей, студентов, которые еще не устроились на работу именно в банке или же в сфере банкинга. Вопрос такой, с учетом вашего опыта, какой вы советовали сотруднику, который не успели его работу, например, мы приходим на работу, обращаемся к HR, чтобы нас взяли. Мы не знаем, куда именно мы хотим, то есть в какой сфере мы хороши, как вы это вы все определяете, вообще не сотрудники. Еще один вопрос, тоже касаемо HR. Сейчас искусственный интеллект очень хорошо растет и в некоторых сферах заменяет человека. То есть с процессом автоматизации люди более-менее становятся ненужными, так сказать, именно в определенных сферах. И какая профессия, по-вашему, то есть именно какая сфера, какая профессия, какую профессию искусственный интеллект не сможет заменить? Что именно вы рекомендуете? Наверное, это вопрос века еще. Пока никто на этот вопрос не ответил, потому что очень быстро все развивается. Наверное, однозначно сфера технологий будет очень расти. И дата направлений, все, что про данные и аналитику. К сожалению, по времени это был последний вопрос. Пожалуйста. Сейчас понял, здесь. Игорь Книгов. Пока лишнее остается насчет вопроса. Если вы не робот и выполняете свою работу, машина не заметит. Наоборот, очень крутые возможности появляются. То есть нужно помнить, что все должны. Да, очень интересные профессии появляются, которые вообще не было. Поэтому, наоборот, в технологии надо углубиться и там все это искать и черпать. Все, спасибо, ребята. Я очень рада. У нас опять есть 1-2 минуты для заполнения карьерного опросника. Пожалуйста, коллеги. И на сегодня у нас есть еще один спикер. Это HRD Nets. Уважаемая Татьяна Пономарева. Помимо книг, самый активный участник этой сессии получит карьерную консультацию от Фатимы. Поэтому, пожалуйста, слушайте внимательно и задавайте релевантные вопросы. Легко вас пока готовится. Вопрос относительно как пообщаться с человеком без негатива. Очень сложно, когда человек сам хочет негативить, но очень правильный ответ насчет того, что вы в этой ситуации должны быть спокойны. Опять же, понимая, что вы больше знаете и у вас ответственности больше. То есть главное, чтобы с вашей стороны коммуникация была без негатива и без, скажем так, дальнейшего, акселерации этой ситуации. А так, если человек несчастен, его никто не сможет сделать счастливым. Нужно просто себя этим, наверное, больше успокоить, потому что когда человек приходит с негативом, у тебя остается очень большой осадок от этого. Потому что ты собой недоволен, что ты не смог бы выровнять. Поэтому ваша задача сделать все, что вы можете в рамках законодательства и человечности,